прямом эфире «Чеченские вести». Я Рамзан Абуев и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится среда, 26 марта? На личном контроле главы. Более 1000 населения. Так, асфальт, благоустройство, ешпол, бешпол. Рамзан Кадыров провел инспекцию 2 строительных объектов. По зову сердца. Мы боремся за правое дело. Мы боремся, чтобы существовало наше государство. Добровольцы со всей страны пополняют ряды легендарного спецназа «Ахмат». Как и в Грозненском аэропорту проводили новую группу бойцов в зону СВО. Время единства и радости. Я сторонник домашнего. Муссун, домашний гюйся. Медина Мударова расскажет, как жители готовятся к вечерней трапезе в Рамадан и какие блюда подаются на ифтар. Начнем с важного. Сегодня Рамзан Кадыров проинспектировал грандиозный проект по реконструкции автодороги Долинск-Зебель-Юрт-Мекен-Юрт и строительству нового моста через реку Терек. Она позволит повысить пропускную способность для транзитного транспорта, следующего из Дагестана и Калмыкии в сторону Ингушетии и Северной Осетии, а также обратно. Вместе с тем глава удостоверился в готовности таунхауса в Грозном. Репортаж Лимды Джамалдиновой. В Грозненском районе началась реализация масштабного проекта по реконструкции автодороги Долинск-Зебель-Юрт-Мекен-Юрт и строительства нового моста через реку Терек. Этот важный шаг осуществляется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и стал возможен благодаря инициативе Рамзана Кадырова. Глава региона лично проинспектировал объекты и оценил текущее состояние работ. Общей протяженность 34 километра. 300 метров берег уже Шейдо, Дилин. Иш тавир штан хадрос бригада юрам захматыш зиблюта. Шухлю бригада юр дауда они полотно гошакты Дилин дойдут. На 3 года объект Клара мела сегодня качественно технологический был. И главное, да. Voilà, projet. Wat hij in het dochter was in naast de hadak. Technisch. Dat de is een namzaam. Galan just kira on ya 318 كيلومتر. صادق مش متنكر نطلع بالضرب. هذا دينا وجه غاز علي وجه قشر بوش لازم واسدش. حز قبوش ديوان. Человек устойчивый, что Хинз Рамзан Ахматович, ищет почти лямшки, то есть диадой дохой, напрямую до, да? Ищет дакти гуншки до. До гулади авалвишну. Го из гулади авалвишну. И дакти гунш адо, Хинз харгу, мелла вах, ищет халой, до чунцани, хар ищет вахтаваш, ищет халой, ищет вахтаваш, он харгунша, хара Хинз, поно бин белчи харбун, бок бу харбун, лабел хоккади до. Анди бошку. Диадой дохой. Человек устойчивый. В армии кого-то дома, и до трактора ехать и тайпом штанами тахун штат. Шамиль устойчивый, ел штон. Была большая проблема. Меня отдельно колче бог, советую, свобода основа. Сеймашкар, Хабош был грузовой транспорт со стороны заводского района город разгрузить тяжвен, что удобный тикне бора, дерез гилвой мехден из Харсаньол экономически важный проект не шчакдош. На 29-м километре дорога будет примыкать к реке Терек, где в ближайшее время начнется строительство нового моста длиной 297 метров, который значительно улучшит транспортное сообщение между северными районами республики и столицей, а также обеспечит более эффективное соединение между северо-западными и южными территориями региона. Тяжелый бульдозер, тяжелый кун, экскаватор, 10 единиц, Мерседес, самосвал, автогрейдер, каток, основной земляной белок, бетон, жирон, бетон, штайвош,
تزود للمتكر وتوقع نور وينير إذا ضيعنا الدولة خاش نيل ستروكس دالمو справить дahozorlu. Благодаря новому мосту жители Наурского района получат возможность добираться до столицы по более короткому маршруту, что позволит избежать длительного объезда через станицу Червленная. Новое направление повысит пропускную способность для транзитного транспорта. Сейчас ведутся работы по выравниванию земли. Часть грунта убирают, а на некоторых участках добавляют. Кроме того, региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова реализует крупный социально значимый проект по строительству 231 таунхауса для жителей Грозного, нуждающихся в благоустроенном жилье. Глава республики также проинспектировал строительство домов, которые уже готовы к открытию. 231 таунхаус, 231 семьян, более 1000 населения. Так, асфальт, благоустройство, ешбол, бешбол. Что мебель собрать ешбол, в данный момент любого чего, что мебель собрать ешбол, бешбол. Хан, дича, любой шлям. В рамках проекта возводятся 33 коттеджа. Общая площадь жилых помещений превышает 28 тысяч квадратных метров, что отвечает современным требованиям комфорта и качества. Новый жилой район располагается в непосредственной близости от современной школы и детского сада. Ведется работа у нас окончание, скажем так, благоустройство, вложим асфальт. И все дома у нас, которые вот здесь строятся, они все в приличном состоянии. Мы собираемся, все фирмы, которые здесь работают, сдавать эти дома. С каждым шагом, предпринятым в этих направлениях, регион приближается к своей цели – созданию качественной и удобной инфраструктуры, способствующей развитию экономики и повышению благосостояния каждого гражданина. Чеченская республика во главе с Рамзаном Кадыровым уверенно движется вперед, строя будущее, в котором комфорт и доступность становятся приоритетными. Лимда Джамалдинова, Ислам Ибрагимов, Сайцелим Ампукаев, Вести, Чеченская республика. Сегодня новая многонациональная группа добровольцев спецбортом отправилась в зону проведения СВО. Вылет состоялся из Грозненского международного аэропорта. На летном поле бойцов проводили представители республиканской власти. Все они прошли интенсивную военную подготовку в Российском университете спецназа. Репортаж Турпала Тайсумова. Из Российского университета спецназа имени Владимира Путина в аэропорт Грозного прибыла очередная группа добровольцев. В зоне специальной военной операции в составе отряда «Ахмат» многие из них уже бывали. Однако есть и те, кто в первый раз. Проводить бойцов в путь прибыли представители силовых структур во главе с председателем правительства Чеченской республики Магомедом Даудовым. Премьер-министр от имени главы региона Рамзана Кадырова пожелал им успехов в выполнении поставленных задач. Бойцы, мы желаем вам, чтобы вы возвращали свои семьи живыми и здоровыми. Вы сами знаете, среди вас есть те, которые уже по нескольку раз побывали в зоне проведения СВО. Бойцы, поднимите руки, которые второй и последующий раз. Все в Ахмате были? Бойцы, вы сами знаете, в зоне боевых действий самое главное – это поддержка друг друга. И эта поддержка чувствуется общением с нашими бойцами. Мы боремся за правое дело. Мы боремся, чтобы существовало наше государство от зла, которые сегодня хотят нам лица НАТО, Америки, Запада навязать наше будущее поколение. Бойцы, я от вашего имени хочу поблагодарить в первую очередь главу Чеченской республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, который с первых же дней взял вот такую ответственную, благородное дело. Это обучение, формирование батальонов и полков, а также отправка и в дальнейшем участие в судьбе каждого бойца. Это дорого стоит. Мы благодарим за это главу Чеченской республики, Героя России, генерал-полковника Рамзана Ахматовича Кадырова. Также, бойцы, хочу от вашего имени, ваших инструкторов, которые с вами занимаются, делятся с вами своим опытом. Вы тоже, конечно, делитесь с ними тем опытом, который вы уже набираете в ходе проведения СВО. Бойцы, берегите себя, поддерживайте друг друга. Вы уже к вечеру поступаете в распоряжение нашего командира, генерал-майора Аптия Лавдинова. Вы его, конечно, хорошо знаете, а тех, кто его не знает, уверен, что
уже к вечеру или к завтрашнему дню вы познакомитесь лично. Удачи вам, берегите себя. Ахмат! Сила! Россия! Аллаху Акбар! Мужчины не разделяют друг друга на национальности. Здесь у них единое братство. Находясь в полной боевой готовности, они выражают уверенность в своем успехе. Региональные власти поддерживают их на всех этапах, от тренировок до реальных боевых столкновений, предоставляя оружие, боеприпасы и провизию. Хочу поблагодарить руководство Чеченской Республики за то внимание, которое они оказывают бойцам СВО и добровольцам, которые приезжают в Чеченскую Республику для дальнейшей отправки в Украину, чтобы защищать интересы России. И подготовку прошли отлично, мы довольны всем. Бойцы призывают других мужчин не отсиживаться дома и принимать участие в операции подавления киевского режима. По их словам, чем больше сплоченных людей, тем быстрее враг сложит оружие. Я от всей души мечтаю, что в моей России каждый мужчина, независимо деньги, должность, принял личное участие в защите Родины. Чтобы детям в глаза не было стыдно смотреть. С такими пацанами ты прошел подготовку, когда их лучше узнал, просто мировые парни, ну, настоящие мужчины, настоящие патриоты. Вот, и уже, то есть, вот это беспокойство, то есть, она как-то спадает, вот, и уже волнение проходят. Все обмундирование, все курсы, все подготовки, то есть все занятия. Вот, все замечательно, все понравилось, все предельно понятно, замечательные инструктора. Я считаю, что это долг каждого мужчины принять участие в защите Родины, в защитах интересов своей страны. Хотел бы передать привет маме, первым делом, конечно, ну и всем родным и близким. Получив моральную поддержку от должностных лиц, мужчины готовятся ровным строем сесть в самолет. От всех их зависит судьба жителей и страны в целом. Эти ребята настроены очень решительно. После сбора всех вещей они отправятся в пункт назначения, а затем встанут на защиту своей огромной и безграничной Родины. Турпа Лолита Исумов, их Джабраил Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. Сытные, легкие, сбалансированные, вкусные. Таковы требования к блюдам на вечернее разговение в Рамадан. Ифтар несет в себе глубокий смысл, символизируя благодарность, терпение, единство. Эту трапезу по традиции проводит с родными и близкими в атмосфере единства. О том, как готовиться к ифтарам семья Садыковых из Горного Шароя, расскажет Медина Мударова. Вот такая атмосфера царит у семьи Садыковых, пока на кухне готовится еда. Марьям подошла к ифтару основательно. Ее верные помощницы дочери нарезают овощи, накрывают на стол. В меню традиционные чеченские блюда. Сытно, легко и любимо всеми. царн масухан джишик халхил на божриш джишик диез что картолю киркаш то берам кечпербу хаз до банкестин нарс помидор калдета картол иштим джишик киркан ё ишт ирхингалаш. Эти блюда мало кого могут оставить равнодушным. Марьям готовит только на натуральных продуктах, выращенных на собственном огороде. Это делает ее еду еще вкуснее. Чижигала, чепилка, вареник, картол чуилана, кал чуилана, атар чуеркина. Моссугуми урера. Но я сторонник домашнего. Моссум домашний гюйся. Домашний картол, секс-кертер. Помимо готовки, Марьям уже много лет занимается выращиванием комнатных растений. Здесь множество наименований: декабрист, кактусы, герани, золотой ус. Большинство из них используются для лечения, приготовления настоек, ну и просто для красоты. Ужин почти готов. Остались последние штрихи. Тем временем сыновья с нетерпением ждут заветного часа, а из кухни доносятся аппетитные ароматы. Когда мама с картолой уберами бешена. А еще? Галнаши джигали. А вот и настал долгожданный момент разговения. На столе красуются аппетитные блюда. Каждый из членов семьи делится новостями о прошедшем дне. Именно так проходят вечера у семьи Садыковых. Месяц Рамадан уже подходит к концу. Теперь мусульмане готовятся к празднику Ид аль-Фитр. Закупаются различными продуктами.
В преддверии священного праздника жители Чеченской Республики испытали серьезную проблему из-за резкого скачка цен на продукты питания. Неожиданный рост, казалось бы, ставил под угрозу возможность накрыть достойный стол. Однако, благодаря оперативному вмешательству главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова ситуация кардинально изменилась. После получения многочисленных обращений от граждан руководитель субъекта провел совещание и поручил Кабинету министров провести контроль над соблюдением мер противодействия. Результат налицо. По словам покупателей, разница есть. Цены стали доступнее. Так, имеешь халдахча, ларца до из таханештина, имеешь лахтера, имеешь лахарш, йокера, до кук, до тона, до. Молгобека приехала, тут цены меня устраивают намного. Всем советовала сюда ехать. Где возьмешь сейчас такие мандарины, апельсины, яблоки за 130, за 150? У нас 180, 200. Я в Молгобеке позавчера купила килограмм за 200 рублей. Владельцы торговых точек отмечают, что успех с продаж наступает только при доступных ценниках. Среди них есть и добросовестные продавцы, которые идут навстречу, не завышая цен. Рамадан – это не только пост, но и время духовного очищения, время, когда верующие укрепляют свою связь со Всевышним. Мы оставляем позади еще один священный месяц с надеждой, что он сделал нас лучше. بركة صادقين بوتبوشن إلى إلشانو عليه الصلاة والسلام علمنا خلا بركة بوشن معن هدوعن ألشي بركة إزيك دولشل هما إذا صادق قردو إز ديبوردو إز دقدردو ألا. Бесплатные ифтары проводятся и в мечетях республики. На дорогах волонтеры раздают воду и финики, помогая разговеться в пути. А жители селений накрывают огромные столы прямо посреди улиц. Каждый пытается накормить как можно больше постящихся. Уже скоро мусульмане начнут принимать у себя дома родственников и друзей. Медина Мударова, Алисхан Хацулов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Интересные стратегии, тактические маневры и неожиданные ходы. В Грозном состоялся республиканский турнир по шахматам. В нем приняли участие 40 талантливых участников. Судейство обеспечивали квалифицированные арбитры. Турпал Лалита Исумов об интеллектуальной игре, где даже маленькая невнимательность может привести к поражению. Республиканский турнир по шахматам привлек внимание как опытных игроков, так и начинающих. Около 40 человек проявили свои интеллектуальные навыки за игровыми столиками. Соревнования организованы по швейцарской системе, то есть без выбывания, а по набранному количеству очков. В апреле месяце у нас будет всероссийский этап всероссийского турнира «Белый». Ежемесячный турнир, март 2025 из серии Гран-при. То есть каждый месяц у нас по турниру, и в конце года проводятся итоги. Это самая настоящая тактическая битва, в которой принимают участие те, кто знает правила стратегии, строят планы на несколько ходов вперед и вынуждают противника признать свое поражение. Участвуют как взрослые, так и дети. Причем часто играя друг против друга. Порой бывает так, что юный интеллект побеждает зрелый. Это делает турнир еще увлекательнее. Саид Омар Джамалулайл – один из самых юных гениев этого соревнования. В первой встрече он уступил своему сопернику, однако поделился с нашей съемочной группой тем, что одно лишь участие сделает его сильнее к следующим турнирам. Мне эта игра нравится, потому что она, во-первых, очень хорошо развивает логику, помогает расслабиться иногда. И интересно, там много гамбитов, техник, тактик. Организаторы проводят такие турниры, чтобы привлечь в них как можно больше молодых ребят. И как видно, с каждым разом им это удается все лучше. Проводить время за игрой ума – это полезное занятие. Развивается мышление, логика, особенно у детей, что эффективно скажется в период их взросления. Турпал Лалита Исумов, Джабраил Хаджиев и Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха в социальных платформах. С вами был Рамзан Абуев. И пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.